Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Що ж таки трэба не толькі пра палітыку, не толькі пра каардынацыйную раду і не толькі пра тое, што там адбываецца ў свеце. Трэба і пра больш такое культурніцкія падзеі, а не толькі пра вайну і палітыку. Такім чынам, сёння ў нас у гасцях Александр Богданов, больш вядомы як диджей Папа Бо. Прывітанне. Здравствуйте. Як лепей звяртацца? Александр или Папа Бо? Ну вот як оно по жыцці ўжо больш прилипло? Прилипло Папа Бо, конечно. Многие называют меня просто отец. Называйте меня просто отец. Коли по-белорусски батька, рызыкуешь. Тата Бо. Да, Тата Бо, не батька, да? Да. Меня дочери, когда спрашивают, кто твой папа, она говорит, мой папа Бо. Ну, прыемна. Дарэчы, калі ўжо ўзгадалі пра дачку Папы Бо, таму узгадаем і 1 чэрвеня, як звычайна ва ўсім свеце адзначаецца міжнародны дзень абароны дзяцей. І менавіта ў гэты дзень Александр Богданов і яго каманда вырашылі зладзіць што? Давай ўжо вот так вот по ходу. Чаму менавіта 1 чэрвеня, якая ідэя, як нарадзілася, хто яе нарадзіў, ну і гэтак далей. В принципе, движение Беларусь Outside Sound System мы придумали, когда переехали в Грузию, вынужденно сбежали из Беларуси. И родилась идея проведения мероприятий, то есть делание того, что мы умеем лучше всего, и то, чем мы занимались в Беларуси, но мероприятий, которые поднимают и актуализируют белорусскую политическую повестку, рассказывают о социально-политическом кризисе в Беларуси за его пределами, поддерживают белорусских молодых музыкантов, а также как-то влияют на происходящее. И мы решили, что мы будем делать благотворительные мероприятия в формате фестивалей рейвов и собирать деньги на разные актуальные нужды. Вот. И первое мероприятие мы провели в Грузии через 2 недели после начала войны. И мы хотели этим мероприятием показать, что белорусская молодежь и прогрессивное музыкальное сообщество за Украину, потому что тогда начался такой, как вы помните, хейт белорусов, ну и какая-то такая дискриминация в Грузии, ну и везде тоже. И мы хотели показать, что мы за Украину, и мы сделали большой рейв, где участвовала там Шума, я, еще несколько диджеев и музыкантов, и собрали 3000 евро на поддержку детей, украинских детей-беженцев. И мы решили это продолжать, решили делать разные мероприятия в разных странах, где мы комбинировали как бы молодежную движуху, социальную составляющую, сбор пожертвований, внедряли туда там местных музыкантов, чтобы они через свое выступление рассказывали своим поклонникам, местному сообществу про ситуацию в Беларуси. И мы за прошлый год сделали мероприятия 2 в Грузии, в Берлине, в Вильнюсе и в Варшаве, Варушняк прошлогодний. И дальше встал вопрос, как это все продолжать. И мы придумали новый проект. Это сборка белорусской электронной музыки с белорусским культурным кодом, вшитым в музыкальную канву. И у меня получилось найти финансирование и спродюсировать большую сборку, 13 треков от разных белорусских электронных продюсеров, где каждый передал свое ощущение Беларуси, какую-то свою память в этом треке. И подходя к фестивалю, который будет 1 июня, этот фестиваль — это итог проекта со сборником. Вот мы 19 февраля сделали диджитал-релиз на всех платформах и бэндкэмпе этого сборника. Все сборы с этого сборника идут в Байсол из продаж на бэндкэмпе и со стримингов. И сейчас мы нашли деньги на издание виниловой пластинки с этим сборником. Хороший тираж и делюкс издание, очень круто сделанное.
И 1 числа будет презентация этого винила, и большое мероприятие. И как бы у нас по таймингу все шло так в этом проекте, что все должно было закончиться 1 июня, а 1 июня День защиты детей, а мы делаем благотворительное мероприятие, а у Андрея Стрижака и у Байсола открыт и продолжает идти сбор на летние лагеря и летний отдых для детей политзаключенных, и все так очень четенько сложилось, что как бы красиво, концептуально и по-нашему. Ох, накруціў адразу, ведаеш, я не ведаю, это можа быць у мяне такая профдэфармацыя ад пэўная з-за таго, што я ўжо колькі гадоў займаюся, вяду праграму пра нацыянальную ідэю, і калі як толькі прагучала фраза «музыка з ушытым туды беларускім культурным кодам», мне адразу спрацавала такая, такая як у ішчейкі у сабакі. А як это выглядае? Это, умовно кажучи, куполинка, но в рейве? Или что? В том числе как раз на сборнике присутствует ремикс автора, анонимного автора, который живет в Беларуси, ремикс на куполинку группы «Шума». Но когда я придумывал вообще этот проект с сборником белорусской электронной музыки, у меня стояла... у меня идея была давно, и стояла задача следующая, что я конкретно как диджей, выступающий по миру, хочу себя позиционировать и показывать как белорусского артиста. Как это сделать диджею, то есть артисту, играющему там на инструментах, говорящему в микрофон, это достаточно просто сделать, даже там между треками. Диджею это сделать сложнее, и мне удавалось найти классные ремиксы там на Даху Браху, на украинских всяких артистов, на Алену, а на белорусов не было классных, свежих достаточно электронных треков в разных стилях, которыми можно было диджею сказать «я из Беларуси», или поставить этот трек, и как бы люди на танцполе почувствовали Беларусь, почувствовали этот дух. И когда у меня получилось найти там финансирование на этот проект, я сделал open call, собрал большое количество разных электронных продюсеров, которые делают от эмбиента до драм-н-баса, от техно до хип-хопа. Собрал такой веер стилистический, чтобы это была очень разная музыка. И дал всем задание сделать с нуля трек, в котором они передадут свое ощущение Беларуси. И далее мы с ними 3 месяца там планомерно работали, корректировали все это. Как это происходило? Допустим, один из продюсеров сказал, что у него, вот он хотел бы сделать эмбиент-запись, и у него есть записи колоколов Жировического монастыря, где он там еще, когда было можно, находился в так называемой такой творческой резиденции, и он их записал очень круто, и записал лес рядом, и записал каких-то бабушек, он это все хочет скомбинировать, потому что для него вот это Беларусь. А другой продюсер сказал, у меня есть такая идея, последнее, что я помню в Беларуси, это вот я приехал из там откуда-то из провинции, не помню, где он живет, в Минск на Уруче, сел в метро, доехал до вокзала, сел в поезд и все, и уехал. И вот он сделал первый трек, который называется «Дверь зачиняются», и там от Уручья идет до площади Ленина, там подряд под такой классный грувовый техно, такие сэмплы. А там один продюсер сказал, для меня первая песня на белорусском языке, которую я услышал и вот влюбился в белорусский язык, и понял, что это круто, и она у меня до сих пор в голове, это песня Даншика «Колыханка». Я хочу сделать вот такой психоделический, медленный, тягучий бейс-микс на Даншика. И мы связывались с Даншиком, спрашивали у него разрешение, там показывали ему наработки. То есть вот примерно так это все происходило. Круто. Винил.
Я разумею, что зараз это модно. Он табе і вольскі выдаў на вініле, і дым на лотва выдалі на вініле, то що пачынаючы ад такого традыцыйнага рока і плюс там трэш там ці што там у іх там, я ўжо нават заблытаўся. Это сапраўды чыста под модна, ці сапраўды вот вяртаецца гэта ўсё кружэлкі у это вот традыцыі? Да, это по правде возвращается, и я вот, зайдя вперед, когда мы начинали производить этот винил, мы обнаружили, что только в Польше, в каждом городе, даже там не большой, ну, наверное, заводов 10 мы нашли по Польше, которые, ну, постоянно занимаются изданием винила. На прошлой неделе в Варшаве был целый маркет малых производителей и лейблов локальных виниловых. То есть целый маркет. Это очень круто. В Варшаве, насколько я знаю, около 15 больших магазинов виниловых. И диджею играть на виниле — это престижно. И там иметь у себя дома виниловый проигрыватель хороший, с хорошим усилителем и хорошим звуком — это, ну, престижно. И к этому, ну, стремятся сейчас. И развивается семимильными шагами индустрия там дешевых винилов. Сейчас можно там за 40-50 евро купить китайский портативный в чемоданчике винил, и все, и ты, ну, уже заряжен. Мне кажется, что, ну, это круто, это позитивная тенденция. Ну, сапраўды, ёсць такія нейкія у вініла, а асабліва калі у тебя добрыя там колонки, вот у вініла нейкі такі вот свой, я не знаю, там кач, вот, это самое. Да, определенно. Это делается отдельный мастеринг специально под винил, поэтому там, ну, ощутима разница цифры и винила очень. Если вот, ну, послушать, так и так даже не подготовленному, не шарящему в этом человеку будет слышно. Но плюс винил — это же еще вещь, это, ну, арт-объект, то есть он издан каким-то, ну, конкретным тиражом. У него есть арт-составляющая, там, конверт, тексты, фотографии, какие-то там эксклюзивные вложения и так далее. То есть взял в руки, маешь речь. Так и есть, да. То есть оно остается в веках. Папа Бо, у мяне такое вось пытанне. Нам сколькі гадоў рассказывалі, асабліва там лукашэнкаўская прапаганда, про тое, что кому вы там трэба на захадзе, вас там ніхто не чакае, вы нікому не цікавыя і гэтак далей. Безумоўна, сапраўды, асабліва творчаму чалавеку гэта складана, нішы занятыя, паспрабуй прабіцца. Але вот калі ўзяць нават на вашым прыкладзе, я слухаю, як вы рассказывалі пра фэсты, якія бы арганізавалі і правялі у мінулым годзе, гэта і Грузія, і Германія, і Варшава. Ледзь не такі сусветны тур, умоўна кажучы, фестывальны. Як атрымліваецца, як удалося войти в эту вот сусветную жилу фестивальную? Ну, во-первых, до 2020 года я там на тот момент, сколько это было, 16 лет, занимался продвижением белорусской музыки в мире и белорусской музыки, которая такая космополитичная, скажем так. То есть музыка, которая понятна людям вне культурного контекста. Там мы катались с «Серебряной свадьбой», «Кассиопеей», там, «Портмоне», «Шумой» по всему миру. И это группы, которые, и артисты, которые разговаривают, ну, языком, универсальным языком музыки, скажем так. И мне кажется, что мы продолжаем этим заниматься, что мы занимаемся такими проектами, которые понятны людям, не находящимся в белорусском культурном контексте. То есть я всегда был уверен, и сейчас продолжаю это говорить, что единственный путь белорусского музыканта в эмиграции как-то выйти из вот этого нашего культурного белорусского гетто, пузыря, или не знаю, как это назвать. Ну, да. Нужно переходить на универсальный язык музыки, нужно находить какие-то
новые тенденции, нужно не оставаться там замкнутым и понятным только для, например, там, белорусской диаспоры. Тогда ты и выходишь за рамки. И плюс сейчас мы занимаемся институциональным планированием, и там скоро откроется организация, которая называется Беларусь Music Export. Это такая организация, которая есть во всех развитых странах, организация, которая занимается продвижением национальной современной музыки в мире. То есть это сотрудничество с большими фестивалями, шоу-кейсами по всему миру, различными там ассоциациями музыкальных менеджеров, музыкальных фестивалей и так далее. Потому что я скажу так, попав вот в европейский контекст, нужно начинать играть по правилам европейского культурного контекста и мониторя ситуацию вот с культурными возможностями в Европе. Я хочу сказать, что возможностей огромное количество, просто их переизбыток. И нужно музыкантам, и я всех призываю, и тем музыкантам, с которыми я работаю, мы активно в этом помогаем и обучаем этому, искать возможности, писать заявки на резиденции, стипендии, там, подавать заявки на фестивали, шоу-кейсы, и возможностей огромное количество для развития. И, собственно, вот так мы и с нашей движухой Беларусь Outside Sound System вышли и стараемся выйти за рамки чисто вот беларускай эмігранцкай тусні. Я удакладню, атрымліваецца вось гэты, умоўна кажучы, прадюсарскі цэнтр, які вы ствараеце. Я умоўна гавару, гэта будзе такая арганізацыя, потому что мы уже не один год размаўлялі с маімі сябрамі, там музыкантамі про тое, что на жаль нема менавіта таких менеджераў, арганізатараў канцэртаў, хто б мог сапраўды арганізаваць там музыканту, групу, нейкі тур, выступ, удзел у фестывалі. А вы фактычна бярэце на сябе, будете спрабаваць взять на сябе гэтую такую місію, і любы музыкант у любым стылі можа прыйсці да вас, безумоўна, не то, что там гарантавана, а прыйсці там сказать, можа быть, вы там нейкім чынам возьмецеся за мяне, там паспрыяеце, дапаможаце. То есть вот так вот можно таксама будзе працаваць? Нет, так работать не будет. Скорее будет работать немножко шире. Я убежден, и это известный факт, что менеджеров не хватает, и задача вот Беларусь Music Export как раз взрастить этих менеджеров, то есть найти возможности проведения обучающих программ каких-то для музыкальных менеджеров, найти возможности вывоза музыкантов на международные европейские конференции, там, нахождение им каких-то там travel-грантов и оплаты там пассов на какие-нибудь большие музыкальные конференции, типа там Репербан или Поп-культур в Берлине. Этим частично занимались, там, когда на волне были Гёте-институт и Дима Бескаравайный с экспертами БАЙ, то есть они так вывозили, я сам ездил вот и с музыкантами, и с менеджерами, и это было круто, и тогда появилось какое-то количество людей, которые там организуют концерты, туры, работают как-то в музыкальной независимой сфере белорусской. А сейчас это все поугасло просто потому, что нет инициативы, и мы берем эту инициативу на себя. Зразумела, значит, расціць менеджераў, а не то, что там умоўна кажучы сабяруцца там стыльскі, вольскі і пугач прыйдуць і скажуць: папа Бо, арганізоўвай нам канцэрты. Нет, хотелось бы. Я, честно говоря, думал про организацию концертов, и вот я организовывал все эти туры с 20 до 30 лет, а потом начался корпус, и все это прекратилось. И переехав в Грузию, я подумал, надо тряхнуть стариной, вспомнить, что это такое организовывать туры, там пробивать концерты локальные. И взялся помочь Гале, Чикис и Беньке, когда они издали альбом свой в прошлом году, сделать большой тур. И
Это настолько сложная, отнимающая полностью все время работа, которую нельзя вообще сделать там левой ногой попутно, занимаясь еще несколькими проектами. Поэтому я принял для себя решение, что я уже вырос из штанов турменеджера, и пора готовить турменеджеров. То есть я не буду турменеджеров, я буду учить турменеджеров. Музыкальное инфо-цыганство. Да. Ну типа того, менеджерская. Ну. Яшчэ одно ўдакладненне і потым яшчэ вернемся ізноўку да гэта фэста. Калі вот ты сказаў про тое, что нам все ж таки беларускім музыкантам трэба адмаўляцца, выходзіць с этого свайго культурніцка там увогуле там пузыра і неяк імкнуцца да сусветных традыцый, трендаў і гэтак далей. Ці гэта азначае, ну такое, так, все, я адмаўляюся там ад этой беларускай мовы по-англійску, бо он по-англійску гаворыць свет. Так, я тут гэтыя там пэўныя нейкія там цікавосткі беларускія не ўставляю больш у свае трекі, хопіць это все правінцыя і местачковасць, а вот будем проработать толькі таких на сусветных трендах, или гэта наадварот как бы пакідаць нейкую сваю все ж таки адметнасць, аўтэнтычнасць, але упаковывать у прыгожыя сусветныя вот ужо такія нейкія там, умоўно кажучы, упаковки музычныя. Конечно, второе, да, я именно в этом как бы и концепция Беларуси Outside Sound System, вот этой сборки и наших этих фестивалей, что мы ни в коем случае не отказываемся от белорусскости и наоборот ее несем, просто упаковывая в привлекательную, современную, качественную обертку. Ну і вяртаемся да фэста, які, як я ўжо сказаў, будзе праходзіць 1 чэрвеня у Варшаве. Як складаўся спіс удзельнікаў? Значит, у меня, во-первых, стояла задача представить на этом фестивале всех музыкальных продюсеров, которые под своими именами издавались на сборнике, потому что большая часть сборника — это вымышленные имена, потому что люди либо ездят в Беларусь, либо находятся в Беларуси. То есть там есть такие прикольные разные имена, под которыми скрываются достаточно известные белорусские электронные продюсеры. Но те, которые выпускались под своими именами, они все будут играть на одном из танцполов. Во-вторых, у меня стояла задача сделать фест по формату, отличный от всех основных белорусских диаспорных фестивалей. То есть я максимально хотел быть не похожим по формату на Варушняк, максимально там не хотел быть похожим на Тутаку, на Летутень, там на Мару Фест, и поэтому мы придумали концепцию следующую, что каждый из выступающих артистов представляет новую программу, или выступает впервые в Варшаве, или готовит новый сет из неизданных треков, или готовит какую-то коллаборацию. И вот у нас получилось, что на фестивале будет 14 артистов, это 5 диджеев и 9 музыкантов или групп музыкальных. И каждый из них будет выступать с премьерой. Вот. То есть вот это концепции новая программа и старые проверенные хиты, этого уже не будет, только новое, яшчэ ни разу не робленное, не чутое. Да. А наколькі гэта прыцягальна? Люди ж ідуць на ўжо там знаёмае? Я думаю, что это притягательно для тех, кто стремится к новому и стремится услышать что-то новое, кому интересно посмотреть что-то новое. Мы ориентируемся на эту аудиторию. Мне самому импонирует такая позиция. Я сам как бы любитель постоянно искать что-то новое в музыке, смотреть какие-то новые, неизвестные для меня группы артистов. И мы делаем для такой аудитории. Есть мероприятия для людей, которые любят тряхнуть стариной, попеть хором, пропеть хором все песни вместо артиста или с артистом. А есть вот такие фестивали, где люди приходят получить максимум новых ощущений.
Я ўсіх скіроўваю на Facebook. Вот у мерапрыемствах можна знайсці вось гэтае мерапрыемства 1 чэрвеня, там зайсці, адзначыцца там і гэта пачытаць усю неабходную інфармацыю. Есть даже сайт. Да, вот, нават сайт ёсць. Я просто побачыў это на Фейсбуку і зашыў сабе ў спасылачку на прамую вот скіраваная, але вот нават сайт ёсць. Але бо я да чаго, там у апісанні напісана: будзе нейкі там сакрэтны, нечаканы там ці вот артыст, я уже не памятаю дакладна фармулёўку, но нешта вот такое інтрыгуючае нешта. Уже можно раскрыть карты? Да, можно раскрыть карты, потому что вчера этот человек получил в Грузии визу и завтра прилетает. Это молодой, но уже очень скандальный белорусский рэпер, которого зовут Сутер. Он 2 года уже живет в Грузии, вынужденно тоже эмигрировал из Беларуси. Он известен песней, хитом «Я вроде бы люблю животных, но ненавижу мусоров». Вот, и он приедет тоже исполнить свою новую программу, потому что скоро у него выйдет альбом, и вообще проехаться вместе со мной немножечко по Польше, потому что немножечко запылился он в горах Грузии. Страхнуть пыл, говорится, на польских ухабістых дорогах вырашылі музычнай індустрыі, вырашылі с гостя. Так, удзел, дакладней, прысутнасць на фэсце. Я читаю, что ну нібыта как бы бесплатно гэта ўсё, но але не зусім бесплатно. То есть вот як тут вот все это организовано у вас? Значит, вход на наш фестиваль любой донат от 20 злотых, и все донаты переходят в фонд Байсол на сбор в поддержку детского отдыха. Как бы это такая одна из основополагающих составляющих наших проектов, и вот сейчас она такая. Нам очень помогли Art Power и Рада культуры, и датский институт вот поддержали наш проект, и благодаря им мы можем сделать это все вот таким образом. Проект весь оплачивается, а весь вход уходит на донаты. До рэчы, пісаў Андрей Стрыжак, что будзе 1 верасня у Варшаве. То есть вот ён ляціць адмыслова, каб папрысутнічаць, оторваться на подрыв. Это инкассатор. Инкассатор. Он едет с чемоданчиком собрать все донаты. Я так это представил, реально. Но на самом деле, да, он едет оторваться, потому что я помню, как он пришел на наш фестиваль Беларусь Outside Sound System прошлой весной в Вильнюсе, плясал там до потери сознания, и потом после окончания еще там говорил: оказывается, рейв — это рейв. Там, ну, такое. Ему очень понравилось, да, поэтому он едет оторваться, конечно. Конечно. Денег на руки мы ему не дадим. Вот это правильно, вот это правильно. До речі, я можа быць крыху ў бок, але кожны раз, калі у нас у студыі Андрей Стрыжак, і мы з ім размаўляем пра дзейнасць Байсол, узаемадапамогу, абавязкова прыходзяць у каментары людзі, якія пачынаюць расказваць, які Стрыжак варуга, як ён усіх абманывае і як грошы яму давяраць нельга. Вот як вы ставіце да ўсіх вот гэтых вот таких закідаў? А можа быць, сапраўды зараз вот думаеце, можа, з рамой с этим Байсолом связаліся? Я считаю, что любой инфлюенсер получает черпак, так сказать, помоев. По-любому, любой человек, который что-то делает и что-то говорит, получает и пинка в том числе, не только по голове. И я как бы получаю много такого же в своей отрасли. За что? За вкусовщину, например. За то, что я делаю то, что мне нравится, а не то, что там нравится другим, например. Много за что. Любой артист, любой там менеджер, любой деятель отхватывает за свою деятельность. Ну, кому-то нравится, кому-то нет.
Ну да. У меня нет претензий к Андрею Стрижаку и фонду Байсол. Ну, я считаю их деятельность просто, ну, вносящая огромнейший вклад в белорусское дело и в спасение огромного количества людей. И, ну, не считаю нужным обсуждать, ну, какие-то бездоказательные всякие дела. Вось да, тут я сапраўды згодны, потому что писать у каментарах і абвінавачваць чалавека как бы можна беспадстаўна, можа кожны, але калі ёсць падставы і ты там хочаш дамагчыся справядлівасці, мы ў Европе, і Байсол зарэгістраваны у Літве, калі ласка, заява ў паліцыю, Ну, і ўсё. да. Але про ўсё ж таки добрае на заканчэнне мы так і не сказалі, дзе канкрэтна будзе мерапрыемства. Мероприятие пройдет в классном месте, которое называется «Квадрат Праски» на Праге. Это не клуб, это такое арт-пространство, очень похожее на корпус наш минский по духу и по дизайну. Это такой обшарпанный ампир, огромные помещения, в которых мы полностью выстраиваем и бар, и там кеттеринг, и звук, и сцены, и свет, и все-все-все. То есть место неизвестное для тусовщиков, но очень удобное, классное, не облитое тоннами пива, там, не воняющее вчерашней дискотекой. Но мы недавно выяснили, что оно очень хорошо известно польской тусовке такой, ну, условно, 35+, потому что раньше там был какой-то известный андеграундный театр польский, и туда ходили на всякие независимые театральные постановки, какие-то там выставки были, то есть такой был арт-центр независимый не для андеграундной молодежи, а больше для эстетствующих польских інтэлектуалаў. Ну на сёння гэта працуючае место, я маю на увазе, ці вот вы вот знайшлі там нешта вот упершыню пасля там працяглага перапынку робіцца. Я да таго, што зараз шмат размоваў про тое, што шукаецца такое добрае памяшканне, нейкае месца, база, дзе маглі б беларускія культурніцкія праекты, пачынаючы ад тых же самых купалаўцаў і заканчиваючы музыкамі, агульны такі вот центр беларускай культуры зладзіць. Можа там? К сожалению, там это место, оно профилировано под сдачу в аренду, под там разные ивенты, съемки, какие-то большие презентации и так далее. Но я видел, что там рядом достаточно много пустующих разного формата пространств. Поэтому, может быть, стоило бы и там посмотреть. Но это вопрос не ко мне, потому что уже 3 года ко мне все подходят и говорят, может, корпус, может, надо сделать корпус, все так скучают по корпусу, точно будет спрос, вот такого формата, как корпус. И я вспоминаю, как мы 6 лет мурыжились с этим корпусом, умирали там на этих городских территориях и заводских впроголодь, и ну, не было ни выходных, ничего. Не возьмусь больше. Лучше кататься с гастролирующим фестивалем, чем ну, сидеть запертым в замке и решать закупки, технические нужды, сантехники и прочую не арт-фигню. О! От все ж таки не дарма брэменскія музыканты каталіся по свеце, они сядзелі ў замку. Все ж таки тут ёсць свой вейп і калбаски, вітаць, смачнейшыя на свежым паветры і пры свабодзе, чым в замку. Добра, дзякуй вялікі. Такім чынам яшчэ раз усіх запрашаем на выдатную, я хацеў сказаць, рэйф-вечарынку, але атрымліваецца ноч фактычна, тому что гэта будзе со скольки там, с 10? Это будет с 8 вечера до 3 ночи. С 8 вечера до 3 ночи оторваться под сучасныя беларускія диджей-сеты і увогуле такую сучасную танцевальную выдатную музыку у сусветнай упакоўцы, але с нацыянальным каларытам. 1 чэрвеня у міжнародны дзень абароны дзяцей усе данаты, усе сабраныя грошы пойдуць на падтрымку дзяцей палітвязняў, на арганізацыю ім летняга адпачынку. Вось такая мэта у стваральніка, арганізатара гэтага фэста. Дзякуй вялікі. Дзякуй вам.
Жыве Беларусь, жыве беларускі рэйф, да? Живе вечно. Жыве вечна. Дякуй.